Республика наша на сегодня, вот декабрь 2020 года, сейчас у нас холода, как раз наши якутские зимние стоят, да, минус 50. И мне кажется, республика находится на таком этапе некого взлета, ожидания, потому что все, что было сделано предыдущие десятилетия, 1990-е, 2000-е, мне кажется, оно дает ей какие-то свои результаты и сегодня. Через 100 лет, наверное, мир будет совершенно другим с точки зрения безопасности проживания каждого человека, с точки зрения каких-то условий для жизнедеятельности, да. Эти умные дома сейчас уже появляются, да, и мы, вот очень сложно это представить. Я помню, как в детстве мы смотрели журналы «Наука и техника», где обычно там бывали постеры и публиковались, значит, произведения художников, фантастов 60-е, 80-е годы 20 века, и они рисовали вот именно наше время как-то, но этого сейчас не реализовалось, конечно, это часть из них осталась как бы только. Возможно, вот именно через 100 лет будут эти дома летающие или там, но сейчас я буквально недавно читал, что уже появляются такси, летающие такси, да, уже проводят, как бы эксперименты, опыты. Ну и то, что человечество будет осваивать там Луну, Марс, это, мне кажется, это будет реализовано даже не через 100 лет, а даже через ближайшие там 50 лет. Но вот в какой мере это будет, значит, освоение, да, тоже очень сложно судить. Но вот насчет журналистики я все-таки вот хотел сказать, что даже вот несколько лет назад, в одном из выступлений какого-то, значит, специалиста было сказано, что журналистика, значит, это профессия, которая отмирает, да, там даже там был такой целый список, и там была журналистика. Но мне кажется, журналистика никогда не отомрет, потому что человек всегда нуждается в информации проверенной, профессиональной. Да, конечно, мы сейчас все участники медиа, каждый человек, это просто замечательно, это просто прекрасно, как новые возможности для реализации, для самореализации человека. Но журналистика, которая качественная, она всегда будет стоять особняком, и она будет востребована, потому что информация она должна не только быть объективной, но со всей стороны, так сказать, как бы с разных точек зрения освещать то или иное событие, проблему, и при этом должна быть очень четко, как бы проверенной, да, то есть вот объективность — это здесь знак равенства насчет достоверности, да, объективности на достоверность информации, которую выкладывает или об этом рассказывает журналист. А вот это всегда будет востребовано. Да, конечно, бумажная пресса, возможно, она через 100 лет будет совершенно в другом виде. Вот сейчас даже есть бумага, не бумага, это уже, конечно же, да, то есть газеты можно их скрутить в рулон или, значит, сложиться типа смартфона, а потом развернуть его. Есть уже такие технологии, и, конечно, то, что вот в фантастических фильмах мы смотрим, как из воздуха возникает там информация, там появляется даже, значит, твой собеседник, который находится там за 9 земель, это все будет. И потому что мы этот год ковида, значит, нас заставил окунуться в этот мир цифровой, и мы сейчас посредством этих технологий, то есть эти технологии нас спасают в этот год. Вот и представить себе, чтобы не было бы
Ну, ладно, пусть интернет будет, пусть сотовая связь будет, но вот если бы не было бы таких программ, как там Skype, Zoom, да, к примеру, насколько это было бы трудно общаться, например, в образовательных учреждениях, в университетах, в школах, проводить какие-то собрания, совещания. Через 100 лет я хотел бы, конечно, чтобы наша республика была очень сильной с точки зрения обеспечения блага для проживающих, для всех проживающих на этой земле, чтобы они могли пользоваться всеми благами, которые дает цивилизация, чтобы это все было доступно, потому что вот эта как бы провинциальность, некая оторванность, она всегда была, есть даже сейчас, и несмотря на, значит, эту цифровую технологию, значит, эту связь, интернет и прочее, мы все равно как-то далеки от центров, так сказать, цивилизации, но с другой стороны, это может быть наша уникальность, в чем-то мы сохраняем то, что недоступно людям больших городов, да, моногородов и так далее. Но через 100 лет я, наверное, сказал бы, что Якутск будет, наверное, тоже таким центром вот Северо-Востока, потому что то, что у нас сохраняется, вот как я уже говорил в начале, и культура, и языки, и те, значит, богатства, да, которые, значит, в якутской земле, наша природа, экология, это все будет востребовано, и в этом смысле Якутск в какой-то степени будет такой притягательной силой для многих регионов мира, да. Вот. Буквально вот недавно я участвовал тоже вот онлайн там круглом столе, вот тоже обсуждали писательское сообщество там Дальнего Востока, Москвы, и они говорили, что Якутия все-таки это уникальный регион, хотя мы Дальний Восток, да, то есть это такая жемчужина, что у нее есть свое особое место вот, в Дальнем Востоке, в Российской Федерации. И это, конечно же, и геополитическое положение Якутии, и те проекты, которые у нас ну, будут реализовываться, да, буквально и в наше время, да, вот это, например, строительство моста через Лену, потому что это тоже очень важно для именно развития инфраструктуры. И я помню, как в 80-х там был популярен тоже такой один проект, как протянуть вот дорогу через Якутию через Берингов пролив уже на Аляску, соединить два континента. Вот таких проектов на самом деле было много, и в 20 веке их было много. Но вот сейчас вот реальный шаг – это именно строительство моста. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти все проекты, которые направлены на развитие, они реализовались, и именно реализовались еще без ущерба для экологии, для природы Якутии. А для этого нужны, как говорится, ну, какие-то такие умы, да, молодые, которые бы нашли те технологии, которые очень бережно относились бы к окружающей среде. Вот здесь, мне кажется, нужен рывок со стороны наших якутских ученых, да, потому что вот этот климат наш и вот эта очень хрупкая природа, ведь даже у нас вот в Центральной Якутии сейчас, если мы, значит, раним землю, там трава, она не будет расти так как это возможно, например, в нетронутом месте, да, то есть если человек там прошелся, вот эта земля долго преодолевает вот эти, да, это даже в центральной, а и тем более в северной части, это вообще очень болезненно, конечно, следы там гусениц остаются на
века, как говорят. Поэтому вот здесь нужны как бы новые технологии, какой-нибудь рывок. Это, наверное, будет через 100 лет все это реализуется, и именно вот я этим самым хочу вот как бы завершение, что все это должно быть направлено на благо человека, конкретного человека, а значит и всего населения, ну, народа.